Всем привет! С вами Актилий Капаров на Тимиров Лайв. 15 декабря ГКМБ распространил пресс-релиз, как и обычно бывает, с фотографиями богатств чиновника. Арестованным за незаконное обогащение оказался судья Верховного суда Камиль Осмоналиев. И одна из фотографий показалась нам знакомой. Помните, несколько дней назад мы сравнивали дворец Матраимовых с особняком почти за $1 миллион. Так вот, внимательно посмотрев объявление, мы увидели интерьер дома. Ну и там как раз таки нашли те же комнаты с тем же убранством. Так мы поняли, что это дом Камиля Осмоналиева. Итак, все по порядку. Исследуя район вокруг села Ортасай, в интернете мы наткнулись на объявление о продаже дома в VIP-городке Сары-Өзен за $950 тысяч. Там была куча фотографий особняка. Мы позвонили на один из номеров, указанных в объявлениях, и представитель агентства немного рассказала о мебели и интерьере. Можно узнать, какой у них там мебель? Италия. Все было сделано под заказ. Да, много привозили из других стран. И действительно, мебель итальянская, но не заказная, а из коллекции. К примеру, спальня и гостиная обустроены мебелью производства Arredо Classic линейки Tiziano. Диван стоит 3175 евро. Такое кресло оценивают в 2400, тут их два. Небольшой журнальный столик для шахмат 1300 евро, а за эту стенку просят заплатить 7300 евро. Такой вот журнальный столик стоит 1400 евро. Эта же витрина стоит 4700 евро. Угловой диван в гостиной 8500 евро. Такой же стол, но только чуть поменьше, оценивается в 2200 евро. И 12 стульев обойдется вам в 4700 евро. В общем, только на двух фотографиях мы посчитали мебели почти на 38 тысяч евро. Это около 4 миллионов сомов. Давайте посмотрим декларацию судьи. За 3 указанных года сам Камиль Осмоналиев заработал лишь 2 миллиона 400 тысяч сомов. То есть его доходов не хватает даже на мебель для гостиной. А мы еще не считали кухню, 2 спальни, спортзал и так далее. Его близкие родственники за 3 года имели доход в 32 миллиона сомов. А рекламное объявление гласит, что дом стоит 950 тысяч долларов. Или же 80 миллионов сомов. Вот и думайте, откуда судья взял остальные деньги. Но это еще не все. С помощью всех этих фотографий нам удалось определить схему элитного дома и найти его в VIP-городке Сары-Өзен. И по данным сайта кадастра, дом под номером 7 принадлежит некой Алтын Осмоналиевой. К сожалению, мы не смогли точно установить, кем она приходится арестованному судье Осмоналиеву. Возможно, жена или сестра. Но тут есть очень важная деталь. Итак, восстановим хронологию. 15 декабря ГКМБ рассылает пресс-релиз «Судья задержан». 16 декабря в кадастре появляется запись об обременении. ГКМБ устанавливает запрет на особняк. Вроде бы все классно. Арест и логично была конфискация имущества в пользу государства. Но не тут-то было. ГКМБ, немного помурыжив его, 17 февраля снимает запрет на недвижимость. И 18 февраля появляется несколько объявлений о продаже элитной недвижимости почти за $1 миллион. Ну и возникают естественные вопросы. Занимаются ли спецслужбы кустырганством или же дают возможность судье Верховного суда распродать свое имущество? Это была информация к размышлению о сути борьбы ГКМБ с коррупцией. С вами был Актилий Капаров. До новой встречи и не обогащайтесь незаконно.